Олимпийскую лесть. Всем привет! Вы на канале Дарклах Ревью, и сегодня вам расскажу, как делается якутское кино. На данный момент я нахожусь в селе Самарсун Амгинского района, и мы снимаем фильм Степана Барнашова. Фильм называется «Айта», жанр детектив. Моя цель в этом видео показать, как делается якутское кино от начала до конца. И, конечно же, передать атмосферу творения кино. Ну, я считаю, это будет безумно интересно. Смотрите обязательно ролик до конца. И давайте начнем. Вот, сходил, забрал ПЦР. С сегодняшнего дня начинаются у нас съемки фильма «Айта». Вот сегодня будет в городе Якутске начальная сцена. Ну, по идее, какая-то средняя или конечная сцена, но сегодня начинается официальные съемки. Пока время есть, расскажу вообще, как я попал на проект и всякие такие мысли мелочные. Я написал где-то зимой, ближе к весне, наверное, Степану Барнашову, то, что если у него есть проект, то может ли он взять меня с собой. И вот летом, в начале лета он написал, сказал: не хочешь ли ты сходить, ты хотел. Я, конечно же, согласился, и вот месяц назад сходил на читку. Читка — это когда вся команда собирается и читает сценарий, и обдумывает, что делать, как делать, какие костюмы нужны. Вот, я тогда сразу вот подумал, что команда профессиональная, можно сказать. Собрали нужное оборудование в павильоне Сахафильма и поехали снимать. Вот как выглядит магия кино. Это у нас солнце. Успешно отсняв одну маленькую сцену, на следующий день мы начали готовиться к отъезду в Самарсун, а именно проверили оборудование на работоспособность и загрузили его в машину. И на утро следующего дня мы выдвинулись в путь. Так, мы пока ждем, когда заполнится паром, и отплывем. Первая команда уже, 2 машины поехала, на другом пароме мы не влезли туда. Ну и мысли вслух скажу, то что пока команду я не знаю, ну особо так не общаемся, но в процессе съемок я познакомлю вас. Скажу про первые дни съемки. Да, это нелегко, но весело и интересно очень. И можно сказать, очень даже затягивающе. Проехали полпути, стоим на границе Мигино-Кангаласов и Амгинского района. Заселились мы в бывшем санатории с отдельными комнатами. Непосредственно я заселился с Жекой, он гафер. Его я еще покажу. Ну а дальше мы поехали купаться. Знаменитая кристально чистая вода река Амги. Реки Амги.
Соблюдаем все время технику безопасности. Это основное правило нашей команды. Все. Вода офигенная. Так, пришли с купалки, селенок набрались. Сейчас будет ужин, чтобы еще больше селенок набрать. После ужина с первого же дня мы начали жестко работать. Готовили локации для съемок, таскали нужные вещи и реквизиты на этом тракторе, который стал для нас как другом, так и врагом, потому что он постоянно ломался. Честно сказать, я был в легком шоке. Я не думал, чтобы снимать кино, нужно столько работать, но это были еще цветочки. Меня поразила еще одна вещь. Основные сцены снимались в этом здании. Сейчас вы видите почти законченный вариант. Это огромный труд художественной группы, которая за неделю до съемок начала подготавливать заброшенное здание, в котором был полный бардак. Это ее изначальный вид, также и внутри. Чувствуете разницу? Этим я хочу показать невероятное трудолюбие художественной группы. Если бы им сказали построить еще одно точно такое же здание, думаю, они бы это сделали. Привет художникам! Сегодня утро второго дня пребывания в Самарсуне. Вот сегодня уже 7 числа будут официальные съемки фильма Айта. Все как положено будет. Будем разбивать тарелку после первого кадра или сцены, я точно не знаю. Я, наверное, говорил то, что у меня это первый проект. Да, сегодня очень важный день, и я покажу вам, как это вообще происходит. Разбивание тарелки — это такая традиция. Но перед всем этим сделали алгыс. Алгыс — это традиционный обряд народа Саха для просьбы или умилостивления у светлых или темных сил всех трех миров. В нашем случае мы попросили, чтобы у нас съемки прошли успешно. И вот близится долгожданный момент разбивания тарелки. Выглядит ритуал так. Готовят тарелку, на котором расписываются все участники съемочной группы. Обычно после первого удачного дубля. Режиссер разбивает тарелку о штатив камеры. Если тарелка не разбилась, это плохой знак. Почему именно тарелка? Есть разные версии, но одна мне кажется самой логичной. Так как разбивают именно круглые и белые тарелки, это можно объяснить так. Тарелка в форме круга символизирует объектив, цикличность процесса и завершенность, а белая тарелка — это начало с чистого листа. Сам процесс разбития символизирует командный дух, сплоченность, а звук разбитой тарелки словно стартовый пистолет для спринта. А осколки — это части команды, которая на протяжении всего съемочного процесса всегда будет частью единого большого целого. Мы это начали, мы это должны закончить. Вот, товарищи. О, вот ровно отхват Кустова. Дима. Да-да. У нее головной убор будет? Нет, я хочу шарфик только что. И вот это слишком Очень моя подпись. Все, меня. Короче, берем интервью у самых нужных людей в этом проекте. Как я говорил, самые нужные люди на проекте. Начнем заново. Как я сказал, самые нужные люди на проекте. Раннеры. Киня бастыкын мандык улухан проекта бастыкын үләнеребин раннерынан. Пока что раннерынан. Онтон бу бүгүн бастыкы съемкалар бастыкы токтора кадрдыра алынылар, короче. На бүгүн до ночи лаливит. На светов техники. Работа увлекательная, хорошая, интересная. Вот она тохтепный. Такие барты шедук барарын тугар эре лелипа. Он кине үлетет биттах колон тугар лелипти. Мен атым Ростиктен, анна
эме раннер бут тох шүбөле нар сүрүгөдө суйта оннорот манна келет бу например о көстөрүн көрдүк тох искусственный дөршөңөр оңордут помпанан онно арбут манна арбут арда хоңорот хайбыт там би үлебиттен энник вот үлелиёдум. Немного о том, как делают съемки с движением камеры. Для этого есть несколько способов. И первый — это операторские рельсы с тележкой, по-другому долли. Конструкция достаточно простая, если не учитывать эти кулушки, которые мы делали сами. Они нужны, чтобы конструкция стояла под правильным углом. А также еще есть стабилизатор камеры, которым мы пользовались только один раз, и особо о нем сказать ничего не могу. И, конечно же, когда оператор сам держит камеру. Все это придает выразительность изображению. Жека у нас очень крутой специалист. Он потерял линзы на глазах, внутри глаза. В этом проекте создание дождя стало целым искусством, так как почти весь фильм идет дождь, а подробнее о нем расскажу чуть позже. Одним из самых больших плюсов таких проектов является общение с интересными личностями, одним из которых является Андрей Фомин. Привет всем, меня зовут Андрей Фомин, я актер кино и театра. Я приехал из Москвы, и я первый раз в Якутии. У меня столько впечатлений, мой глаз замыленный этим, как сказать, большим городом. Я вот сижу, смотрю, могу вот прям целый час сидеть и смотреть на горы, на озеро. И все так привыкли, видимо, к этой красоте, что не обращают внимания. Но если коротко о себе, вот я актер, я служу в театре Табакова. Снимаюсь в кино, также работаю в Театре нации у Жени Миронова и в различных проектах театральных, ну, как это сказать, наверное, негосударственных, такие как Театр Док, ну и прочие независимые площадки. Просто подписался в Инстаграм на Степана, чтобы хотя бы следить, смотреть, как снимается якутское кино, потому что это настолько сегодня круто, что ли, или как это сказать, настолько это достигло такого масштаба мощного, что в Москве бы еще надо поискать такого. То есть в центральной России так не снимают. У меня есть друзья там на Свердловской киностудии. Ну, там нет ничего подобного. Здесь какой-то, это как национальный спорт, что ли, я не знаю как. То есть это настолько круто, профессионально, подробно и реально круто, что мне захотелось просто поучаствовать в этом. Очень счастлив, что я участник этого процесса, потому что, знаешь, у меня было некое такое волнение о том, что съемки в Якутии как-то отличаются. То, что в Москве все торопятся, если ты не сыграл, ну так и останется, как сыграл. А все-таки я переживал по этому поводу, и когда я увидел уже процесс, я понял, как подробно это все делается, и только у меня ушли страхи. Я думаю, что вот у меня завтра уже съемки. Жду не дождусь. Да, ну я, прежде чем сюда ехать, я все-таки смотрел некоторые фильмы, мониторил известных актеров, смотрел Саха, театр ТЮЗ, я промониторил эти сайты, посмотрел, где снимаются актеры. Потом для меня стал шок, что мы с коллегой, вот с местным актером идем, и его прям узнают, фотографируются, и ты прям чувствуешь такой, думаешь, вау. То есть Кого с кем именно? Георгий Бессонов. Ага. И... Его в Якутии все знают. Да, ты знаешь, я так был рад, я такой, блин, Георгий, это очень круто.
То есть ты идешь, и тебя все знают, уважают, боятся, у него очень такой образ. Я говорю, ты крутой, я рад вообще знакомству с ним и с другими актерами. Конечно, они классные. Мне нравится, что они открыты, что они на юморе, они с открытой улыбкой какой-то. Они какие-то такие настоящие, искренние, что, может быть, это я так часто встречаюсь, как это называется, ну, нечестность, а как бы, знаешь, такое лукавство. В Москве у актеров все равно у нас это есть. И, скорее всего, из-за конкуренции. И там же много актеров, понимаешь. И быть лучшим очень трудно. Всегда приходится подстраиваться под какие-то обстоятельства. Но самое важное здесь оставаться человеком. А это моя задача, да, как бы быть искренним, настоящим. Не врать в первую очередь себе, да. А здесь встречаешь, и они все такие вообще как бы настоящие, классные, да. Простые. И это так заметно, это так вдохновляет, и ты такой думаешь. То есть я уверен, что я отсюда уеду просто лучшей версией себя. Ну, как бы, то есть они меня вдохновляют, эти актеры, потому что, ну, такие искренние, настоящие. То есть у них нет никакого снобизма, даже несмотря на то, что каждый прохожий его здесь знает. Вот. И это круто, конечно, что они достигли такого уровня в жизни, понимания вообще жизни. Классно, мне очень нравятся они. Ну, спасибо тебе за интервью. Спасибо тебе. Ты обязательно себя увидишь. Да, отмечай в да, социальных я тебя отмечу сразу. Да. Ага, спасибо. Спасибо тебе. Все. Удачи всем. Коротко расскажу, как подготавливают и снимают кадр. Сперва художественная группа подготавливает локации, и параллельно с ними работают светопостановщики и многие другие. Оператор, в нашем случае Даня, подсказывает светопостановщикам, как и где ставить оборудование. И когда гримеры, костюмеры и операторская группа все подготовили, начинаются съемки, где режиссеры решают, снят кадр или нет. Стоп. Запустите, пожалуйста, и перемотайте. Я удостоверюсь в фокусе, и если что, снято будет. Heyecanı Sahamin. Да. Çevireceğim. Şimdi bunu çekti кофе хердаре. А должность какая у тебя? Должность человек швейцарский нож. Все можем. Универсальные солдаты все тут. Оператор с режиссером толкает трактор, чтобы завести. Оператор помогает ставить леса. Я сплю в костюмерной. Теща какие там есть еще. Короче, все взаимозаменяемы. Тут нет такого, чтобы там кто-то стоял и смотрел. Ну, разве что Жека может себе это позволить. Зеленый еще, у него настроение еще. Видите, разница, еще живой. Еще не уставший. Вот так и живем. Жека, как всегда, отдыхает. Когда работать будешь? Вон его напарник тоже. Постоянно отдыхают. Ничего не делает. Но... Он постоянно снимает. Ничего не делает. Только снимает и снимает. Я это вырежу все равно. Сегодня снимаем в отделе полиции. У нас несколько сцен. И сегодня подробно расскажу про дождь. Как делается дождь.
Как говорится, все гениальное просто. Вот у нас цистерны, заливаем водой и 2 помпами делаем дождь. Только у нас выходят иногда проблемы со шлангами, с помпами, с водой. Это тоже свои нюансы есть, проблемы. Вот как-то так. «11 часов вечера, снимаем сцену с дождем, и на деле покажу, как выглядит дождь, как делается дождь в фильме. И также возьмем интервью у того, кто делает этот дождь, ну, как сказать, заправляет этим всем. Мен Никита Демин, Новгородов Никита Демин. Тоқтан. Томпа улуттан хыджабын. Керес калжай нелегден. Атак билен хандык алырмын. Улухан кине бастыгы төрөктөн имбек кара. Мында. Съемочная группа эле. Опыт лана, я. Опыт, именно опыт лана. Никита режиссерами атын алоқтен улбута меха атын сол. Хас, канал бар, обзорда алтын бар. Ассаханы кинен растукканы. Сюда. 2012 жылға туақтені тахат бідім. Ұстан сұрылы батақ соқуын ден. Он тұғын бұланы кинотеатрдырға парғаттамыта. Онтон сетім ден кинен ұсты бұтым ұн бұқаға көсті бүті. Онтон атын сол ден ұсты бұтым. Тұғым тұққа Аркадий Нурков атынан мәңе кинофестивальға гран-при бұта. Лучший художественный фильм, лучшая режиссерская работа деген номинацияларга. Ол кенттен экология гылыгар катан декин устутум. МВКга экология күнүр кыдырачылар бага көрбүк болу. Мактал. Никита Новгородов. Дождь приходилось делать почти во всех локациях, а локаций было много. И когда таскаешь все эти помпы и емкости, начинаешь уставать как морально, так и физически. Но позитив команды придает столько энергии, что даже невольно думаешь, с такой командой любые трудности не страшны. 자, 그래도 주스카는 어그드 거라 돌아. 그렇게 어그드. 와, Сергей серьезно соусты. Дикий соусты. Красавчик-то. Сегодня у нас выходной. Мы приехали на речку, искупались, вещи постирали и так отдыхаем. Хороший день, но вечером тоже будет работа, ночная смена. 2 сцены будем снимать. Вот так.
Вчера приехали пиротехники, и последующие 3 дня будут у нас сцены с перестрелками. Мне кажется, будет очень интересно. И давайте посмотрим, как они работают и как делаются перестрелки фильма. Так закладывают в стену заряды по типу маленьких петард для имитации попадания пули в стену. А с другой стороны делают имитацию летящих пуль в зданиях. Таким образом. Конечно же, сама перестрелка холостыми патронами. Недавно проснулся, 12 часов дня. Вчера работали до 4 утра, делали сцену перестрелки. И что я вам скажу, перестрелка это, с визуальной стороны это очень эффектно и интересно прям смотреть на это. Но с технической стороны вообще мы готовились, наверное, часа 4-5, если не соврать. И знаете, что скажу вам? То, что дождь для фильма очень усложняет процесс, дождь. Делание дождя это вообще такой адский труд, оказывается. Потому что у нас вчера такая проблема была, то что закончилась вода, сломалась цистерна в водопроводе и не было света еще плюс. И нам пришлось заказать водовозку за 5000, залить цистерну полностью 5 кубов. И это обошлось на 5000. Еще плюс нам надо было привезти цистерну, перенести ее, огромную железную цистерну. И так, да, дождь это, я здесь понял то, что это очень такая сложная вещь для фильма. Какие красивые тучи. А мы сегодня будем поджигать эту машину. Это будет полицейская Нива. И она будет стоять здесь. И ее подожгут коктейлем Молотова. А это Коля. Коля Коптер. Все, подготовили машину. Некоторые корректировки. И скоро будем поджигать коктейлем Молотова. И начали.
Стоп! Масан. Как вот так? Ага. И вот так. Можно. Вот так. Камеру тогда, ребят, сюда. Всех носочки. О, у нас прошли, короче, такие сложные съемки, прям эти последние 3 дня были безумно сложными. Сложность заключалась в том, что мы делали перестрелку, поджог машины, и это плюс еще с дождем. Как я уже сказал, дождь — это невероятно трудная вещь, оказывается. Проблемы там заключались в том, что у нас постоянно ломались помпы, ну не помпы, а шланги. Плюс еще света не было. Ну, таких мелочных моментов и проблем очень много, оказывается. И на самом деле делание фильма, я считал, что это будет, ну, как минимум, не так сложно. А на деле оказалось очень даже трудоемкий процесс. Перестрелки были очень сложными. Их подготовка — это огромная локация, которая, ну, в которой должны были несколько человек себе попасть. Плюс это надо показать дождь. И, ну, к примеру, в фильме показывается такая локация, и она вся должна быть в дожде. Это очень даже, как сказать, усложняет процесс. Ну и, конечно же, я хотел бы сказать про команду. Команда очень сплоченная, и дружная, и профессиональная. Все знают, что делать уже, как я сказал, 16-й день, все на своей волне. И это очень круто. Ну, мне нравится. Хоть и работаем до 4, до 5 утра. И еще сегодня тоже будут сложные съемки. У нас время 4:30 утра. Смена еще не закончена, осталась одна сцена. Идут самые сложные дни, последние дни съемки. Это у нас 17-й день. И хочется сказать то, что сегодня было трудно. Тяжелая работа окупается, ребята. Работайте, не покладая руку. Ну, надеюсь, то, что это наш труд будет не зря. И во всем надо видеть плюсы. У нас большинство сцен ночные смены с дождем. Сахамин, что скажешь про сегодняшний день? Ну, вы поняли. Смена окончена. Бүгінгі күн нақыс мені бітті. Әрдерге теңгердірін рот. Рахан смена. Макы, кәддірі әреген. Сменаген біттен. Чахыгын нақыл. Так, сегодня у нас заканчиваются съемки, крайний день. И я бы хотел сделать кое-какие итоги. Ну, во-первых, это фильм. Я не ожидал, что будет так сложно. Было так очень тяжело. У нас сцены были в основном все ночные смены. Плюс к этому еще добавляется дождь,
что очень нелегко делать. Работа, в общем, сложная. С другой стороны, огромный плюс в опыте. Это огромный опыт. Прям, ну, я очень много узнал, очень многому научился. И, конечно же, это общение с людьми. Все команда абсолютно очень интересные люди. И так как люди здесь творческие, я вот, например, первый раз делаю влог и хожу так с камерой, снимаю. И на это никто ничего не говорит. Это, ну, делает и делает. Как бы в другом месте все бы смотрели на меня, да? Потому что у нас такое прям, ну, еще нету такого, то, что люди ходят, все снимают, себя снимают. И, ну, в другом месте сказали, что, дурак, что ли, дурачок какой-нибудь. А я так хожу, снимаю все, всех, и все, постоянно у меня телефон на руках. Мне очень понравилась команда. Да, это команда мечты, можно сказать, потому что, ну, от команды зависит, как будет сниматься фильм. Здесь все работают очень слаженно, каждый заменяет другого, никто так не говорит, типа, вот я свою работу сделал, я больше ничего делать не буду. Нет, такого нет. Кто свободен, помогает другому. И, ну, все в таком духе. Мне это очень нравится, то, что никто просто так без дела не сидит, никто не говорит, там, моя хата с краю. Все друг другу помогают. Это очень круто. И, конечно же, знакомство с людьми, которые, ну, очень интересные люди. И с некоторыми даже мы сдружились. Мне уже во снах снится это слово «дождь». Да, было сложно. Пацаны поймут. Никита, Сахамин, Джулхан, Еремей. Всем привет. Дожди. Команда «Дожди». Ну а так, мне все понравилось. Сегодня последнюю сцену снимем и будем собираться. А, еще есть шапка. Я покажу пару видео шапки. Шапка это когда фильм снят и делаем праздник. Ну, я бы еще хотел поучаствовать в таком съемочном процессе, но в фильме полегче, без дождей. Ладно, на этом, наверное, все. Ну и да, надеюсь, влог получится нормальным, потому что времени особо такого не было снимать. Все время на работе, работа. И так как в основном ночные смены, то элементарно не видно, что я снимаю. Из-за этого как-то вот такие сложности были. Ну, я постарался, я как мог, делал двойную работу, работал, еще и плюс старался снимать. Ну, надеюсь, будет нормально. На 2 дня раньше закончили съемки. Ну, считай, на 1 день раньше, потому что мы 1 выходной пропустили. Благодаря команде, если честно, я хотел вот этот выходной использовать для монтажа, но ничего, сегодня я нагнал. Уже черновой вариант есть, 1:24. Пользуясь случаем, что вы все здесь собрались, поблагодарить, что поддержали этот проект, согласились и очень амбициозно, самоотверженно поработали все эти ночные, дождливые смены. Спасибо вам и всех вас поздравляю! Ура! Проблемы, как всегда, опять жить нам мешают, упрямо наслаждая суетой. Bakkoya genitsit bakkoya bukatın sohabit bakkoya inadın çiçeğin yatalır yanar. Ну,
как-то так, в таком духе прошла шапка и весь съемочный процесс. Надеюсь, вам было интересно. Я правда старался. Ну и вы были на канале Даркалах Ревью. Всем спасибо. Всем пока. Да? У нас одни вкусовые категории, брат мой.